Во время вашего визита в феврале в Якутск вы, в частности, прокомментировали ситуацию с платными дорогами в Ульяновском районе, да? Вот мы тоже туда выезжали, на место смотрели, да? На самом деле там больше вопросов возникает вдоль трассовым проездом вдоль ВСТО, который принадлежит Восток-нефтепровод, генеральный директор Бронников, да? Они установили с обоих сторон КПП, ввели досмотр, заявительный порядок там для предпринимателей, например, предприниматели платно, обычное население заявительный порядок рассматривается в братских порядка 2 недель, при этом единичное решение принимает сам Бронников. Да? Проведя анализ, мы выяснили, что перед тем, как начать строить этот вдоль трассовый проезд, Бронников расписался в протоколе, в котором предусматривается дальнейший перевод этой дороги в дорогу общего пользования 4-й категории. И вот, можете ли вы здесь как-то оказать содействие и разрешите вам от имени сопредседателя местного отделения передать письмо с обращением? Спасибо. Вы знаете, комментарии очень простые. Мне вообще вот все эти истории с компаниями, которые работают на нашей российской земле, на земле Якутии, на земле других субъектов Российской Федерации, а потом говорят, это мое, это вот только для себя. И не пускают людей проезжать, причем не пускают людей проезжать в достаточно сложных условиях, когда здесь зимой не так уж, чтобы можно где угодно проехать. Мне кажется, что это просто компании, утратившие чувство патриотизма, утратившие чувство земли, на которой они живут. Это принципиально неправильно. Вместо того, чтобы поставить, они там говорят, ведь что? Они говорят, мы охраняем производственный объект. Но охраняйте сами производственный объект. Мы же не ставим, не перекрываем дороги в городе, если там стоит режимное предприятие. Мы же предприятие охраняем, а не дорогу. Да? Поэтому, ну вот, я честно должен покаяться, у меня пока руки не доходят для того, чтобы собрать их всех и просто объяснить, как все должно происходить. Они там слышат, но как-то не до конца слышат и не до конца реагируют. Мы посмотрим вместе с вами. Я прекрасно понимаю, что наш сегодняшний вот этот диалог, он тоже в прессу куда-то уйдет, или они начнут прислушиваться, ну или мы найдем другую форму воздействия. В общем, такие формы есть, просто скажу честно, я вот сейчас, мне важнее, интереснее заниматься территориями опережающего развития, форумом, инвестиционными проектами, то есть тем, что дает толчок к развитию. Что касается чиновников уважаемых, которые иногда мешают гражданам жить, они просто, ну, я надеюсь, что они нас слышат и сами перестроятся. Не перестроятся, будем заниматься чиновниками. Жалко времени, но не проблема.